Здравствуйте, в эфире канала «Новый век», выпуск новостей, в студии Анастасия Маслова. Коротко о главном. Испытания для выпускников. В Туве стартовали единые государственные экзамены. Сгорел дотла. Крупный пожар на улице Паротурбинной. Помочь тем, кто очень в этом нуждается. История 3 животных, услышав которые, сжимается сердце. Об этом и не только подробнее. Сегодня в Туве началась сдача единого государственного экзамена для выпускников. Первый ЕГЭ проходит по информатике и географии. Всего в Туве на 9 пунктах экзамен сдают 276 человек. Из них 82 выпускника выбрали географию. Наша съемочная группа побывала на одном из пунктов проведения ЕГЭ. С места событий Диана Баян-Багус. Это 20-й пункт проведения ЕГЭ. Здесь экзамен сдают 159 выпускников. Как говорят организаторы, пункт проведения соответствует всем требованиям. Пропускной режим начинается у ворот школы, затем у входа в школу, у двери и далее. Выпускники спокойные, у каждого на руках паспорт, ручки. А вот кто-то взял шоколад, положили в прозрачный полиэтиленовый пакет. Продолжительность экзамена информатики 3 часа 55 минут. Это самый долгий экзамен из всех. На географию выпускник должен взять линейку, транспортир и непрограммированный калькулятор. Про подготовку я не сомневаюсь, но готовился со второго полугодия, с самого начала, как объявил географию, свой экзамен учителю, готовились, так сказать, плотно, плодотворно. Первый замер я написал не очень, второй замер я написал хорошо, на 30 с лишним баллов, это уже 4 идет. Для комфорта экзаменуемых аудитории подготовили светлые и просторные, по 15 посадочных мест. Стоят кулеры для воды. Для объективного проведения государственной итоговой аттестации присутствуют представители ситуационного информационного центра. Кроме того, работает медпункт. Весной досрочно ЕГЭ, таких обращений не было, но за один день обращений было всего 2-3 случая, таких бывает. Но в основном дети приходят из-за волнений, из-за переживаний с такими диагнозами, как головная боль, боли в желудке. И это все фиксируется в журнале учета участников ЕГЭ. Тут все фиксируется, все эти обращения. В основном такие обращения бывают. А так... На протяжении учебного года каждый из ребят имел возможность 3 раза попробовать выполнить контрольно-измерительные материалы, которые были предоставлены Федеральным институтом педагогических измерений. Они максимально приближены к заданиям ЕГЭ этого года. Эти замеры проходили в рамках реализации федерального проекта «Я сдам ЕГЭ». От первого замера до 3-го замера мы контролировали динамику. Хочу сказать, что по всем предметам, и основным русский, математика, и предметам по выбору, все наши выпускники показывали положительную динамику. От первого экзамена информатики и географии мы ждем, конечно же, хороших результатов, потому что это предметы по выбору, и ребята их выбирали осознанно, они им необходимы для поступления в высшее учебное заведение на ту специальность, которую ребята бы хотели освоить. Из нововведений ЕГЭ 2017 из всех экзаменов только в английском языке в письменной части осталась часть А, так называемая в народе угадайка. Сейчас на всех контрольно-измерительных материалах содержатся 2 части, которые предполагают решение задач, написание определенных текстов и диагностируют уровень знаний, а не умение угадывать. Кроме того, Тува вошла на 100% технологию печати КИМ в аудитории сканирования экзаменационных материалов. Основной период аттестации 11-классников пройдет до 19 июня. Затем будут резервные дни. Диана Баян-Багус, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». Крупный пожар произошел на улице Паротурбинной сегодня ранним утром. Загорелся многоквартирный двухэтажный дом, который ранее был признан аварийным. Жильцов успели расселить. Здание планировалось городскими властями под снос, а теперь его стер с лица земли огонь. Подробности в следующем сюжете. Сообщение о пожаре на улице Паротурбинная в доме номер 19/1 поступило на центральный пункт пожарной части в 4:55 утра. По приезду первых расчетов двухэтажная постройка была полностью объята пламенем. На место происшествия пришлось стягивать дополнительные силы.
Как выяснилось, двухэтажная постройка признана аварийной. Жители расселены. Городскими властями планировался снос. В нескольких метрах от пожара располагались частные дома и постройки. Основные силы спасателей были сосредоточены на их защите. Площадь пожара составила 720 квадратных метров. На ликвидацию огня потребовалось более часа. Благодаря действиям пожарных расчетов переход огня на другие постройки удалось избежать. Но без последствий не обошлось. Пострадало 6 машин, 2 из которых были на ходу. Транспортные средства обгорели. Частично огнем были охвачены хозяйственные постройки. По словам жителей этого дома, здание сгорело буквально за полчаса. Предпринять что-либо было сложно, благо людей в здании уже не было. Договор на снос аварийного жилья был заключен с предпринимателем. Обе стороны выполнили свои обязательства. Сторона мэрия должна была переселить жителей домов, обесточить от электроэнергии опоры линии передач. А подрядная организация должна была обеспечить охраной ветхое жилье, соблюдать технику безопасности. Охрана покинула свой пост в 3:30 утра, рассказывают сотрудники мэрии. Мэрия, предоставила им возможность из вот этих вот старых материалов, которые в доме были, взять себе на хозяйственные нужды. Вот. Ну и бригада занималась, приступила к разборке в субботу, в воскресенье. Вот. А в ночь уже с воскресенья на понедельник произошел пожар. Пожарные дознаватели рассматривают 2 версии случившегося. Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, а также поджог. На ликвидацию пожара привлекались 45 человек, 7 единиц техники. Ущерб и виновные устанавливаются. Диана Баймбугусерес-Ховалык, телекомпания «Новый век». В Туве изменили порядок оплаты услуг штрафстоянок за хранение автомобилей. Услуги специализированных автостоянок будут обходиться нарушителям правил дорожного движения в республике дороже. Правительство одобрило проект поправок в соответствующий закон, согласно которому положение о бесплатном хранении задержанных автомобилей в первые 3 часа будет отменено. Если Верховный Хурал поддержит этот законопроект, то водитель или владелец помещенного на штрафстоянку транспортного средства обязан будет оплачивать время хранения полностью. Кроме отмены бесплатного времени содержания авто на штрафстоянках, закон предполагается также дополнить пунктом, который обязывает оплачивать стоимость эвакуации и хранения машин лицо, привлеченное к административной ответственности. То есть, если за рулем автомобиля в момент нарушения был не владелец, а доверенное лицо, то платить придется ему, а не собственнику. Разумеется, при условии, что он докажет свою непричастность к нарушению. Среди внесенных изменений и новые условия возврата задержанного автомобиля владельцам. Так, если причины задержания устранены, то транспорт должен быть возвращен незамедлительно. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 76 копеек, а евро 63 рубля 67 копеек. Сейчас реклама, продолжим сразу после нее. Детская хореографическая школа города Кызыла приглашает на свой ежегодный отчетный концерт 2 июня в 17 часов в Национальный театр имени Виктора Гогола. Классические, народные, бальные постановки. Детский классический балет «Алантос» под управлением Раисы Столов. Студия бального и спортивного танца «Фиеста» под управлением Лидии Сарба. Приходите на праздник танца, красоты и грации. Еженедельник Тува ТВ совместно с редакцией телеканала «Новый век» и радиостанцией «Голос Азии» объявляют конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей Тувы проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику. Конкурс продлится до 31 мая 2017 года. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в программе «Новости» на телеканале ТНТ Кызыл. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5-й этаж, офис 512. Эксклюзивно на нашем канале многосерийный фильм о жизни и работе легендарной дрессировщицы и актрисы Маргарите Назаровой. Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Молодая девушка Маргарита Назарова, роль которой исполняет Ольга Погодина, попадает в плен. Далее, чтобы выжить, ей приходится работать служанкой и танцовщицей кабаре. После войны она возвращается в СССР и устраивается на работу в Рижский цирк. Так начинается ее профессиональная карьера дрессировщицы. Получив признание и звание королевы тигров, Маргарита Назарова купается в славе, но популярность вскоре сменяется полным забвением.
В этой картине все – конфликты, романтизм и настоящая человеческая трагедия. И все это вкупе с невероятно красивой работой с тиграми. Уникальная во всех смыслах история. Новые серии смотрите ежедневно на канале «Новый век» в 20:00. Июня мы будем отмечать День защиты детей. В городе будет насыщенная программа для маленьких жителей и их родителей. Подробнее об этом нам расскажет исполняющая обязанности начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла Елена Алексеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, где будут основные площадки? Основные площадки на территории города в этом году будут размещены на территории Национального музея Республики Тыва, также на площадке скульптурного комплекса «Центр Азии», в Национальном парке, ну и, конечно, традиционно на главной площади города, на площади Арата. Что в программе? Давайте на этом поподробнее остановимся. Все праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, начнутся с 10 часов. И уже с этого времени маленьких жителей будет ожидать интересная программа. Организатором данных мероприятий выступает Департамент культуры, спорта и молодежной политики. И мероприятия начнутся с очень интересной программы. Будет подготовлен спринт на роликах, самокатах, а также трехколесных велосипедах. Таким вот спортивным мероприятием мы хотим начать дальше работу наших площадок. Как открытие такое, да? Да, мини-открытие. Ну и также дети смогут попробовать себя в различных мастер-классах по быстрому рисованию, по изготовлению поделок из различного материала. Также могут посоревноваться в шахматном турнире, попробовать себя в соревнованиях, веселых стартах, а также поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, загадках, которых будет подготовлено организаторами очень много. В общем, каждый найдет себе занятие по душе и по интересам, да? Да. Ну, немаловажный вопрос. Мероприятия будут платными или бесплатными? Мероприятия, которые состоятся на площади Арата, будут бесплатными. Более того, все участвующие в конкурсах, в различных площадках смогут получить также ценные призы, сладкие подарки. Также с 11 часов параллельно театрализованному представлению, которое будет подготовлено творческими коллективами городских учреждений культуры, а также всеми республиканскими коллективами, которых будет в программе около 30 задействовано. Параллельно данному представлению пройдет традиционный конкурс рисунков на асфальте, и в этом году он посвящен году экологии под названием «Зеленый мир». Также дети могут принять участие в данном конкурсе. Ну и театрализованное представление, оно закончится небольшой праздничной дискотекой для детей, примерно в течение получаса, и сопровождаться данное мероприятие будет шоу мыльных пузырей. И на площади во время работы всех площадок также будут работать детские аниматоры, которые будут таким образом развлекать нашу молодую публику. А для участия в конкурсе нужно ли подавать заранее заявку или достаточно просто прийти в назначенное время в назначенное место? Да, достаточно будет прийти. Я напоминаю, что мероприятия начнутся с 10 часов, и на каждой площадке будет закреплен свой ответственный организатор. На месте можно будет сориентироваться. Также хотелось бы добавить, что гостей данных мероприятий на площади Арата будут ждать аквагрим, фотографирование с киногероями, с героями мультфильмов, а также показ мультфильмов на мультимедийном устройстве, которое нам в этом году любезно предоставляют наши соорганизаторы. Также будет организован детский велогородок на знание правил дорожного движения. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие. В общем, не только развлекательная, но и поучительная, да, образовательная программа, так скажем. Да, образовательная программа. Ну и будут организованы также различные площадки, как раз на которых можно будет совместно поучаствовать детям и родителям. Такие площадки, как «Юный защитник», «Юные таланты», детская литературная площадка, площадка «Будьте внимательны» и «Здоровые дети, здоровое будущее». То есть к таким площадкам также хотелось бы, чтобы дети с родителями именно поучаствовали. Помимо этого, родителям будет еще чем заняться на празднике?
Да, вот как раз на работе данных площадок, мне кажется, родители смогут более подробно познакомиться с историей данного праздника, на что в этом году организаторы хотят в лице мэрии, в лице департамента, хотят обратить особое внимание, потому что Международный день защиты детей, который, как мы знаем, был учрежден в 1949 году, он отмечается в более чем 30 странах мира, и изначально его миссия, конечно же, это не только развлекательное мероприятие для детей и ознаменование окончания школьного периода и начала каникул. Все-таки это мероприятие, подразумевающее провозглашение равных прав детей, их свободы, равных прав именно в области образования, культуры, здравоохранения, независимо от цвета кожи, от национальности, от происхождения и так далее. И поэтому большое внимание хотелось бы обратить именно родителей на то, как будут заняты ваши дети. И при организации досуга хотелось бы все-таки, чтобы он для детей был очень полезным. Поэтому общей рекомендацией является не оставлять своих детей без присмотра во время крупных массовых мероприятий. Также, учитывая, что погода у нас все-таки установилась уже жаркая, не допускать их перегрева. Ну и также не впадать в другую крайность, потому что мы наблюдаем, что с установлением жаркой погоды очень многие дети купаются в неустановленных местах, несмотря на то, что городскими властями установлены запрещающие знаки. То есть хотелось бы обратить внимание на территорию пляжа, в частности, который будет открыт только ориентировочно 15 июня. Сейчас ведутся подготовительные работы. Ну и также хотелось бы обратить внимание, что у нас в республике установлен комендантский час, действие которого с 22 до 6 утра. И в данный промежуток времени дети на улице могут находиться только в присутствии законного представителя. Вследствие нарушения данного требования на родителей может быть составлен административный протокол. Ну и также, даже если пляж в установленные сроки городской будет открыт, то дети находиться на территории пляжа, купаться, отдыхать смогут также только в присутствии законного представителя. Поэтому на это хотелось бы особенное внимание родителей все-таки обратить, потому что, организуя досуг своих людей, мы должны помнить не только в целом об их отдыхе, об их развлечениях, но и также об их безопасности. Ну и хотелось бы также заметить, что присмотра требуют не только дети, но и их имущество. Если у детей находятся дорогие сотовые телефоны или что-то еще, допустим, некоторые дети носят сумки, рюкзаки, то есть особое внимание уделить также имуществу. А все мероприятия будут проходить именно 1 числа, и в том числе вот, да, профилактические беседы для родителей, или можно будет что-то посетить до этого? Можно будет, конечно, посетить мероприятия до 1 числа, и такие мероприятия уже начались. У нас уже прошли городские этапы конкурсов «Дюймовочка», «Маленькая фея». Также был показан отчетный концерт коллективов некоторых городских учреждений культуры. Ну и до 1 числа мы также хотим охватить микрорайоны города, то есть 31 мая на Левобережном дачном обществе также будет подготовлена детская игровая программа с мини-концертом на 5-й остановке с 12 часов. И дети правого берега смогут также быть охвачены таким отдыхом, но уже 1 числа, примерно с 16 часов. В микрорайоне Башня для детей будет организован показ мультфильмов и лазерное шоу 2 июня с 15:00. Ну и также некоторые мероприятия у нас мы также включили в программу в этом году, желая охватить все-таки и не оставить без внимания детей с ограниченными возможностями здоровья и также детей, которые содержатся в Центре социальной помощи семье и детям. Такой категории людей, именно детям с ОВЗ, будет организована спартакиада 1 июня на территории национального парка. А для детей, находящихся в Центре соцпомощи, у нас организована акция по сбору вещей и сладких подарков. Данная акция до 30 мая действует. Неравнодушные граждане также могут присоединиться к данной акции, что-то детям подарить, все-таки какой-то праздник организовать им. И данные подарки также будут вручены 31 мая на территории Центра соцпомощи. И также наши студенты, волонтеры будут показывать кукольное представление таким детям.
Будет интересно. Спасибо, что рассказали, пришли к нам. А я напомню, что о программе 1 июня, в День защиты детей, нам рассказывала исполняющая обязанности начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла Елена Алексеева. Мы продолжаем нашу рубрику «Республика добра». И в этот раз в ней расскажем о братьях наших меньших, которые по вине человека остались на улице. И в наших силах им помочь. На протяжении нескольких лет в Кызыле ведут свою деятельность группы зоозащитников «Хатико» и «Любимцы». За все это время спасены десятки бездомных кошек и собак. И все это благодаря неравнодушию волонтеров и пожертвованиям. Сегодня мы хотим познакомить вас с Грейс, Джо и Карлом, которые ищут свой дом и любящих хозяев. Возможно, услышав их истории, кто-то из вас захочет взять к себе не просто домашнего любимца, а преданного друга. Одноглазый Джо – мать-героиня Грейс. Все это не название фильмов, а питомцы неравнодушных зоозащитников. Джо нашли дети в подвале 4-й школы с обмороженными ушами и хвостиком. Он искал приют, где бы его согрели и накормили. Нашли его ребятишки в 4-й школе. По какой-то причине глаз у него тоже, он, как обычно, с черепно-мозговой травмой был. Также был очень-очень сильный. Глаз был загноился, у него был заворот века. В общем, котик сидел, мяукал, потому что у него уже было сильное гниение, хвостик сильно гноился, у него была высокая температура. Когда мы его забрали, он практически вообще не ел. Пришлось очень долго лечить его в клинике. Сейчас Джо стал большим пушистым котом, который охотится на мышей. От прежнего худого и изможденного не осталось ничего. Только вот глаз напоминает о жестокости людей, которые бросили его на произвол судьбы. В подобных случаях очень помогают ветеринарные клиники, говорят зоозащитницы. На сегодня сотрудники клиник зооцентра и зоосферы спасли не одну жизнь. Но всего этого не было бы, если бы не самоотверженный труд самих неравнодушных к судьбам брошенных и обездоленных животных. Есть кошки, которые пострадали от рук человека. То есть у нас такие кошки, которые были избиты, выкинуты там где-то между лестничными площадками. Они проходили долгую реабилитацию, лечение. Мы, конечно, надеемся на то, что в последующем они найдут свой кров, любящих хозяев. Грейс – игривая кошка-мышеловка, по совместительству мать-героиня. Ее нашли в подъезде одного из домов. По словам зоозащитницы, она домашняя, и было видно, что бросили ее буквально за неделю до рождения котят. Вполне возможно, что, узнав об ее беременности, и выкинули, говорят волонтеры. Мало того, что кошка Грейс у нас оказалась с малышами, она у нас еще и донорская мама. Мама-донор. Нам подкладывали, мы этой кошечке подкладывали новорожденного котенка, у которой погибла также мама, и котеночка хозяева попросили выкормить. Карл – аристократ, большое рыже-белое облако счастья. Однако не всегда было так. Карла нашли в очень плохом состоянии. Кот просто умирал от голода, а самое трудное было его выходить. Когда кошки долго голодают, они не могут кушать, так как истощение влечет за собой большой букет заболеваний. Вот этот Карл у нас очень долго-долго был на специальных прикормах, потому что у него постоянно была диарея, он мучился, у него было очень сильное обезвоживание. Несколько раз с ним нам пришлось посетить ветклинику, его капали. Вот. Ну и вот сейчас он такой вот действительно диванный, спокойный, очень такой ласковый кот, который вот просто хороший, которому требуются очень добрые, надежные ручки, которые не предадут. Первое время Карлуша не бежал к человеку от радости, но зато он с удовольствием играл с другими животными, с любопытством наблюдал за всем со своего места. И если тихонько присесть с ним рядом, то он как бы невзначай мог потереться об руку, говорят зоозащитницы. А сейчас он снова поверил людям и стал большим, любвеобильным котом. Подарив кому-то из этих животных ласку и заботу, в ответ вы получаете все это вдвойне. Ведь животным все равно, кем вы являетесь в жизни. Они будут любить, несмотря ни на что. Это безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая. Анастасия Маслова, Чинчи Самбугай, Ресхвалык, телекомпания «Новый век». Если вы не можете забрать к себе домашнего любимца, то можете помочь бездомным животным кормами, лекарствами, перевязочными материалами или же транспортировка от места передержки до ветеринарной клиники. Также защитникам животным очень нужна материальная помощь, потому что перед тем, как найти хозяев для животных, зоозащитники их лечат и стерилизуют. Подробная информация в группах «Любимцы» и «Хатико», ВКонтакте, Одноклассниках или можете позвонить по номерам, которые на экране. В
В минувшие выходные свой профессиональный праздник отмечали пограничники. Те, кто когда-то служил в погранвойсках и до сих пор сохраняет границу, собрались вместе. И по этому случаю в Кызыле впервые прошла всероссийская акция под названием «Боевой расчет». Братья, я рад приветствовать вас сегодня. Впервые в истории Республики Тыва мы проводим боевой расчет. Я благодарю каждого, кто пришел сюда, кто сохранил в сердце частицу границы, которая призвала на службу зелеными пацанами и выпустила в жизнь пограничниками. В 19:00 ветераны-пограничники собрались на площади Победы в Кызыле. Время выбрано не случайно. Акцию проводили в начале пограничных суток. После приветственных слов прозвучали пограничные песни, а затем собравшиеся поименно вспомнили героев-пограничников, отдавших жизнь за спокойствие народа. Была объявлена минута молчания, и в небо запустили красно-зеленые шары, символ салюта памяти не вернувшимся с границы. После окончания акции участникам раздали памятные открытки, а также состоялся сбор подписей в поддержку создания столицы Тувы мемориала защитникам рубежей Отечества. Сейчас новости короткой строкой. Глава Тувы Шолбан Караул подписал в Москве соглашение о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Плеханова. Вместе с соглашением был подписан и план его реализации. Он предусматривает помощь в Туве, проведение исследований по направлениям, имеющим приоритетное значение для социально-экономического развития России и Республики, содействие в развитии межрегионального и международного сотрудничества, подготовки и переподготовки экономических и управленческих кадров. 1 июня в Международный день защиты детей в Кызыле пройдет 3-й Всероссийский детский экологический фестиваль «Дети России за сохранение природы». Задачей проведения фестиваля является расширение и углубление знания детей об окружающей природе своего края, пробуждение интереса к удивительному миру природы, воспитание ответственности за окружающую природу, желание беречь и защищать ее. Мероприятие состоится в национальном парке в 10:30 утра. 8 дворов Кызыла будут благоустроены в 2017 году. На основании решения общественной комиссии города мэрии Кызыла утверждена муниципальная программа, в которую вошли дворы Московский квартал, 12 домов, Калина 24, 24А, 26 и 26А, Кечелола 7, 7А, 7Б и 9, Чульдум 42, Ангарский бульвар 10, Красный партизан 41, Кочетова 95, Правобережная 42 и 44. Министерство строительства России назвало 11 российских регионов, отстающих по темпам расселения аварийного жилья от плановых показателей. Самыми провальными министерство считает Республику Тува, Приморский край, Иркутскую и Тверскую области. Главам указанных регионов направлены письма с напоминанием о персональной ответственности за выполнение программы. По сообщению пресс-службы Минстроя, ответственность региональных руководителей будет заключаться в том, что они должны будут публично извиниться перед жителями аварийных домов, а также предпринять все усилия по ускорению завершению задачи. В Черехольском районе Тувы открыт прием заявок на участие в очередных соревнованиях по скоростному сплаву, рафтингу с препятствиями по горной реке Элегес на надувных лодках. Соревнования состоятся 12 июня. Победители скоростного сплава получат живого барана и денежный приз. За 2 и 3 места также будут вручены денежные призы. Самое время узнать, какая погода ждет нас завтра. Прогноз расскажет моя коллега Муза Черепанова. Есть слово. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Муза Черепанова. Расскажу подробно о погоде на ближайшие сутки. В Кызыле днем малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура составит плюс 25, плюс 28 градусов, а ночью столбик термометра будет колебаться между отметками плюс 13, плюс 15 градусов. Ветер 4,6 метров в секунду. Геомагнитное поле спокойное, давление 699 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч! В завершении выпуска отмечу, что 30 мая местами по республике ожидаются порывы ветра до 17-20 метров в секунду. Пыльная буря, возможен град. Об этом сообщает управление МЧС, так что будьте аккуратны. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Выпуск новостей ищите также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. А в 20:00 смотрите очередную серию фильма «Маргарита Назарова». До свидания.